Строительство шло одновременно с двух сторон, и вот российская часть полностью готова. Инфраструктурный проект международного значения реализован на территории Еврейской автономной области и провинции Хэйлунцзян в рамках межправительственного соглашения между Россией и Китаем. Общая протяженность построенного объекта на российской стороне 5272 метра. Общая длина уложенных путей 24 145 метров. Мостовой переход железнодорожный между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой построен. Объект строился в сложных природно-климатических условиях. Несмотря на это, построен на 5 месяцев раньше срока. Мост, связавший Россию и Китай, изменит экономику всего Дальнего Востока. Даст новый дополнительный импульс развитию российско-китайского сотрудничества. Обеспечит быстрые и надежные экспортно-импортные поставки любых грузов, от потребительских до сырьевых, что особенно важно в условиях санкционных ограничений. Оборот может составить более 5 миллионов тонн в год. Это часть большой работы, которую проводит правительство Российской Федерации по развитию транспортных коридоров в восточном направлении. Давление, которое осуществляется недружественными странами, усиливает напряженность международной обстановки, разбалансирует мир. Развитие экономической связи с Китаем, с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет нам создать основу для стабильности и мира в этом регионе. Это очень важно сейчас. Полноценный запуск моста ожидают в течение месяца. Теперь дело за китайскими партнерами. Переход через Амур – это не только мост, но и целая сеть объектов транспортной инфраструктуры. На российском берегу реконструирована станция Ленинск-1, построена новая станция Ленинск-2. Большой комплекс железнодорожного грузопассажирского пункта пропуска, позволяющий принимать и оформлять грузы, а также почти 5-километровый подход к мосту. Кристина Якупова, Джилустан Иннокентьев, Якутск.